Как освоить не только гражданский, но и военный транспорт? Эту задачу для призывников решают на таких бесплатных курсах в ингушском отделении ДОСААФ. Обучиться категории С, а точнее управлению грузовиками, военными бронетранспортерами и танками желают 23 человека. Помимо теории, ребят в специализированном классе обучают принципу работы тяжелой техники, устройству двигателя, а также техническому обслуживанию авто. Обучение делится на 3 категории. Категория А, Б, С, Д. Категория А – это мотоцикл. Категория С, Б – они определяются по разрешенной максимальной массе по паспорту, по техническому. До 3,5 тонн – это категория Б, более 3,5 – категория С. Кроме этого, к нам сюда направляют обучать с военкомата по предписанию. Их мы обучаем строго по категории С. 3,5 месяца и 280 часов. Столько времени отводится на обучение. Туда входит и знание правил ПДД, оказание первой медпомощи и безопасное вождение. Полученные знания ребята подкрепляют на практических занятиях 3 раза в неделю. Техническое устройство легковой и грузовой машин схоже. Правда, вождение сильно разнится. КАМАЗ посложнее чуть-чуть, легко. Скорости разные, слишком высокие, там камер нету. И заднего вида тоже не слишком видно бывает. В общем, все очень много отличается от легковой машины. Ребята, успешно сдавшие экзамен, отправляются на службу в Вооруженные силы России. Главная задача старшего поколения – донести до новичков преимущество призывника с водительским удостоверением перед остальными новобранцами. Проходя там службу, они имеют право первоочередного заключения контракта, так как они уже являются специалистами. В дальнейшем они имеют право получения высшего образования, находясь уже на службе. И дальнейший карьерный рост заключается в получении дальнейших уже офицерских погон, либо прапорщика, либо офицера первого звания лейтенанта. Служить призывники будут в сухопутных, противовоздушных, военно-космических и войсках Росгвардии. Военную службу будут проходить в частях от Новочеркасска до Мурманска. Призывников обеспечивают все необходимой экипировкой и сухим пайком, средствами защиты. Все организационные моменты, по словам военного комиссара, учтены. Также у нас заключены договора с ингушским АТП, где мы доставляем транспортом. Транспорт также сопровождается сотрудниками ГАИ на железнодорожную станцию, или они убывают с Республики Ингушетия, с нашего железнодорожной станции Назрань, или, значит, если есть у нас или с Минвод, с Пятигорска, также убывает. Пандемия внесла коррективы и в призывную кампанию. Перед отправкой в обязательном порядке проводит тестирование новобранцев на COVID-19. Военкоматом закуплены все необходимые средства защиты – маски, перчатки, дезинсекторы, тесты. Если вдруг мы обнаружим заболевший или подозрение на данный вид коронавируса, то у нас для этого есть карета скорой помощи. В ближайшую больницу мы доставляем, и все эти мероприятия проходят. Хочу также сказать, что по прибытию в данную часть, по назначению, ребята пройдут 2-недельные курсы, то есть реабилитации, в плане то, что они могут по дороге где-то заболеть. Призыву на военную службу подлежат от 18 до 27 лет. Но, как и в любом правиле, тут есть свои исключения. Отсрочка положена призывникам, получающим высшее или среднеспециальное образование в очной форме, по причине болезни, имеющим 2 и более детей. Если призывник не вписывается в вышеперечисленные критерии, служить по закону он обязан. Нежелание идти в армию может обернуться уголовным наказанием. Если он не по уважительной причине не подошел, да, то есть уклонялся, то есть тогда ему пишется административный протокол, вручается 2-я повестка, и эти материалы, если он по 2-й повестке не подходит, то есть получается 2 повестки и административный штраф. Вот эти 3 документа являются основанием для того, чтобы возбудить уголовное дело призывнику. На этот раз ряды новобранцев пополнил и Магомед Плиев. Идти по стезе военного он не планирует, но не сомневается, что армию должен пройти каждый уважающий себя мужчина. Боязни поехать в армию, что меня отправят в Украину или нет, такого у меня нет, я об этом даже не думаю, честно. Просто окончить долг, чтобы в последующей жизни мне было легче куда-то устроиться на работу или двигаться по России. Армия делает ответственным, самостоятельным и, в первую очередь, закаляет дух, я думаю. И, наверное, каждый мужчина должен пройти этот этап.
Отправка первой группы новобранцев из Ингушетии в воинские части планируется в конце мая, а продлится весенняя призывная кампания до конца июня. Дана Плиева, Умар Газдиев, Новости 24.